Здравствуйте, ребят! Мы очень рады, что вы сегодня к нам пришли в библиотеку. Сегодня мы вас пригласили на спектакль «Шутку». Мы надеемся на ваше веселое настроение. У вас веселое сегодня настроение? Хорошее? Конечно, молодцы! Сегодня будете с нами играть, будем с вами играть, рассказывать вам про традиции и веселиться. И ваше хорошее настроение. Вы будете нам хлопать, да? Будете хлопать? Да! Будете с нами играть? Ну давайте теперь поприветствуем наших актеров и приятного вам просмотра. Тише. Рассказывали, что в старые времена, когда еще снег, саган и солнце, нора могли разговаривать с животными, а те им могли отвечать, жил-был белый зайчик Шандаган.
Заяц, Шандаган. Эй, двое дворца! Чего? Заяц, Шандаган. Снег, Саган. И говорит снег Саган зайцу. Ой, что-то мне нехорошо. Наверное, ты таешь, оттого тебе и плохо. Таю, 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 таю. Сел заяц Шандаган на пенек и тихо заплакал. И себя жалко. Я в снегу от лисицы, от волка прятался. Как без тебя я жить буду? Услышала мольбы зайца солнце и говорит: Не грусти, Шандаган, шубу белую твою сменю на сиреневую. Тебя не будет заметно среди сухих листьев и травы. Спасибо, народ! обрадовался заяц. С тех пор Шандаган меняет зимнюю шубу на летнюю. Спасибо, солнце! А моя-то сказка про зайца-прусака будет. Русские народные сказки. Эй, Коля из ларца. Чего? Шел один мужик по полю. О своей вздыхая доле. Ох и бедно ж я живу, и во сне, и наяву. Вот бы способ мне узнать, как быстрее богатым стать. Вдруг он видит под кусточком зайчик нюхает цветочки. Вау! Руку только протяни, да и за уши возьми. Вот мужик и размечтался. Принесу домой зажарю, а на завтра на базаре шкурку я продам твою и дворец себе куплю. Знатный пир я закачу, всего себя озолочу. Князь, устал теперь я! Ну-ка, слушайте меня! Наш мужик так раскричался, что зайчишка испугался, и заоблачные дали вместе с зайчиком пропали. О! Нет
Лепота. Амтате. Хорошо. Уговорила. А теперь я расскажу тебе про наши обряды и традиции. Дорогих гостей встречают белой пищей и хаданками. Хадан – это длинный ритуальный шаг, один из буддийских символов, который дарит знак почтения и уважения. Ухве хадан – синий хадан. А цвет синего неба – знак чистоты и спокойствия. Желтый хадан – символ земли, достатка и стабильности. Нугун хадан, зеленый хадан, символ дерева, означает урожайность, благополучие и процветание. Мулан хадан, красный хадан, символ душевной теплоты и любви. Саган хадан, белый хадан, символ чистоты, благополучия и чистых помыслов.
питание, а соль символизирует защиту от нечисти. По русским традициям гость должен отломить кусочек хлеба, макнуть его в соль и с улыбкой съесть. Спасибо, благодарствую. А теперь мы с вами сыграем в бурятские игры. Бурятские игры! Да! Слышно? Играть мы будем в игры трех мужей. Во-первых, это скачки. Во-вторых, это стрельба из лука. И в-третьих, это борьба. Играть мы будем вместе с ребятами. С нами! Берем кнут, берем вожжи, закидываем ногу на коня и поскакали. А где нам нужны пара лошади, ребята? Встаем, две колонны парами. Поставим сюда, давай руку пару.
Вы будете играть на лопате вместе с ребятами. Ребята, встаем в колонну опять, в одну колонну. Да, в одну колонну, ребята, перед вами стоят ящики с шайками, да? Вот у нас мешки. По одному шайку берем, кидаем, кинули и сразу на ручку присаживаемся. Хорошо? И давайте. Начинаем. Поехали. Молодцы. Молодцы. Молодец. Опа, переделай. Молодец! А теперь мы с вами сыграем в третью игру. Это у нас борьба. Борьба! Чего? По правилам же? Борьба! Куда борьба? Ребята, давайте все встанем, не отходя от стульчиков своих, встаем. Сейчас я вам покажу движение, а вы повторяйте за мной. Я вас буду учить, как бороться. Хорошо, ребята? Все, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. Захват. Бросок. Увернулись. Захват. Бросок. Победа. И потом скажите. Раз, два, три, четыре, пять. Захват. Бросок. Увернулись. Захват. Бросок. Победа. Быстрее. Раз, два, три, четыре, пять. Захват. Бросок. Увернулись. Захват. Бросок. Победа. Еще быстрее. Раз, два, три, четыре, пять. Захват. Бросок. Увернулись. Захват. Бросок. Победа. Молодцы. Хорошо, а сейчас будем играть в русские богатырские игры. Богатырские игры! Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей, не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, воспалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую. А теперь соберем дружину силачей. Ребята, встаем, или команда встать? Встаем, Прежде чем начать испытание, проверим, готовы ли вы к богатырским играм. Да, готовы! Чтобы в богатырских играх победить, нужно храбрым, ловким, сильным надо быть. Итак, первая игра – кузнецы. У каждого русского богатыря был первый надежный помощник, его
Подковы, да? Вот наши подковы. Вы должны кольцо кидать не вот так, а вот так. Хорошо? Кидаем, чтобы попасть нам вот туда. Знаете, ножку. Так, все. Решил, сейчас ходим команду. Сейчас. Да, правильно, конечно. Вот так. Вот это какого? Нам нужно будет ножку под ставить. Так. Начинаем. Начинаем. Кидай. Молодец! Одна ножка подкована. Еще. Так. Молодцы, ребята, коня подковали. А теперь удивите-ка нас, добрые молодцы. Глазом зорким, рукой твердою. Вторая игра — соловей-разбойник. Нужно будет победить Ребята, встаем. разбойника. Встаем, ребята, в кого вот так. Колонны встаем, руки открываем. Ребята, вам надо попасть прямо в соловья-разбойника. Ну, Попадаем в соловей-разбойника. Опа! Зря упали. Так, все, Соловей-разбойника. Там чуть-чуть.
же в библиотеке. Спасибо, ребята, вам большое. Вам понравилось? Очень. Весело? Весело. Ждем вас в следующий раз к нам в гости. Приходите. Приходите к нам, людям книжки читать. Хорошо, ребята? Хорошо. Молодцы.